Сегодня нельзя нам отказываться от базовых своих ценностей. Вы должны предпочитать плохим поступкам хороший поступок. Каждый человек должен начинать с себя. У вас есть собственная семья, собственный дом. А до собственной семьи и до собственного дома у вас есть собственная душа. Правильно? Вот с исправления этой души, затем собственного дома, вы должны начинать. Если вы не можете подействовать физически на какой-то процесс, вы хоть своими желаниями, а мысли имеют обязательно материальное воплощение, об этом очень много говорят в нашем мире, это так. Должны желать только хорошего. Поэтому преимущество человека над природой в том, что он должен любить, а не ненавидеть. Вот эта любовь в его душе, любовь к Богу, к семье, к своему народу, к миру и его отношения, которые он несет, вырабатывает каждый день, это главная борьба. Вы не бойтесь злых людей, не бойтесь скверных людей. Зачем их бояться, я не понимаю. Почему? Потому что однажды неизбежная смерть к вам придет рано или поздно, в свое время. Она не раньше, не позже придет. Поэтому в этом отношении вам бояться не надо. Поэтому злости и зла в этом мире бояться не надо. Ему надо противодействовать всеми методами, которые вы можете. А в первую очередь метод какой должен быть? Вы должны желать добра. Вы должны желать себе противостоять этому злу. Вы должны верить как в эту жизнь физическую, так и в ту жизнь метафизическую, которая с вами нас обязательно ждет уже за предельной чертой. Поэтому страха не должно быть. И вот мы сидим вот здесь в зале, мы прекрасно знаем много образцов, когда говорят, ингуши не ведали смерти. Почему они не ведали смерти? Во-первых, они видели склепы рядом со своим жильем. Если вы были в Горной Ингушетии, вы знаете, здесь стоят замки, а здесь стоят склепы. То есть путь отсюда из жизни до склепа к предкам очень короткий. Его бояться не надо. Но вот этот путь надо преодолеть стоя человеком, никогда не отступая перед злом. Поэтому наше моральное состояние, оно должно быть больше и сильнее наших физических желаний. Вот в этом смысл жизни.